Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов и князь Альбер II обсудили укрепление сотрудничества. Туркменская конная группа «Галкыныш» взяла золото циркового фестиваля в Монте-Карло. Чемпион ПФЛ Якшим Радов заявил, что спорт объединяет людей и продвигает мир. И другие новости. В ходе визита в княжество Монако национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов провел встречу с князем Монако Альбером II. В рамках встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества в различных сферах, включая культуру, спорт и туризм. Особое внимание было уделено развитию циркового искусства и обмену опытом в туристической отрасли. Церемония официальной встречи высокого гостя состоялась в княжеском дворце, где также прошла церемония совместного фотографирования с участием принцессы Монако Стефании. Князь Альбер II выразил признательность за визит и подчеркнул важность наращивания диалога с Туркменистаном. Одной из ключевых тем обсуждения стало космическое сотрудничество. 10 лет назад княжество Монако предложило орбитальную позицию для искусственного спутника Туркмен-ЛМ-52ОЕ. В связи с истечением срока целевого соглашения в 2030 году Курбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана обсудить перспективы продолжения взаимодействия в этой области. Он также сообщил, что ведется работа над конструированием второго искусственного спутника, и Туркменистан заинтересован в совместной работе по его запуску. Национальный лидер туркменского народа пригласил князя Монако Альбера II принять участие в форуме, приуроченном к 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана. Князь Альбер II выразил признательность за приглашение и подчеркнул важность наращивания диалога с Туркменистаном. Он также отметил поддержку миротворческой политики Туркменистана и значимость инициатив, выдвинутых на платформе ООН. В ходе визита в Монако национальный лидер туркменского народа также провел встречу с руководителем французской компании «Буик» Мартеном Буигом. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и дальнейших возможностей партнерства между Туркменистаном и французской компанией. Мартен Буик отметил, что для его компании большая честь сотрудничать с Туркменистаном и участвовать в реализации масштабных проектов, направленных на преобразование архитектурного облика беломраморного Ашхабада. Курбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве в сфере цифровых систем и готов рассмотреть конкретные предложения компании «Буик» в данной сфере. В ходе визита в княжество Монако председатель Халк Маслихаты посетил океанографический музей Монако. Во время экскурсии Курбангулы Бердымухамедов узнал о научных достижениях князя Альбера I, который был видным ученым своего времени и содействовал организации глубоководных экспедиций. Экспозиции музея рассказывают о морских экосистемах, их видах и взаимодействии с окружающей средой, а также о вопросах охраны окружающей среды и изменения климата. Национальный лидер туркменского народа в рамках визита в княжество Монако встретился с членами группы национальных конных игр «Галкыныш», которая успешно выступила на международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Курбангулы Бердымухамедов отметил, что достижения группы «Галкыныш» демонстрируют выход туркменского циркового искусства на мировой уровень. Он подчеркнул важность культурного диалога Туркменистана с другими странами, включая Монако, и выразил гордость за участие группы в престижном фестивале. Райские кони, символизирующие стремительное развитие Туркменистана, стали олицетворением национальной гордости. Группа национальных конных игр «Галкыныш» успешно выступила на 47-м международном цирковом фестивале в Монте-Карло, где удостоилась золотой награды и других специальных призов. На фестивале этот прославленный коллектив представил номер национальной конной игры «Туркмен», который с первых минут увлек зрителей. Великолепие и скорость ахалтекинских коней, национальный костюм артистов, слаженность движений наездников, высокий уровень исполнения сложнейших трюков – все это представляет собой захватывающее зрелище. Акробатические и гимнастические трюки, исполняемые «Галкыныш», совершенное владение навыками управления лошадьми являются уникальной особенностью циркового искусства Туркменистана. По поручению президента Сердара Бердымухамедова председатель Меджлиса Туркменистана Дуния Гузель Гулманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в Туркменистане Кристофера Дагана. В ходе церемонии Гулманова поздравила посла с началом его дипломатической миссии. Посол Канады выразил благодарность за радушный прием и заверил, что приложит все усилия для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган объявил 22 января днем национального траура после трагического пожара в отеле на курорте Карталкая. Пожар, начавшийся в ресторанной зоне, охватил многоэтажное здание, в котором находились 234 гостя. В результате погибли 76 человек, более 50 получили ранения. Президент заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.
Туркменский боец ММА, действующий чемпион лиги ПФЛ в полутяжелом весе Давлежан Яхшимурадов рассказал о значении спорта в укреплении мира. Беседу с именитым спортсменом провела Дерья Сойсал, эксперт Бельгийского института Diplomatic World. Яхшимурадов отметил, что спорт объединяет людей и служит способом продвижения мира. Он подчеркнул, что с раннего возраста дети в Туркменистане растут со спортом, что делает его важной частью культуры страны. Яхшимурадов выразил гордость за возможность представлять Туркменистан на мировой арене. Он также призвал молодое поколение никогда не сдаваться и верить в свои мечты. Футболисты Барселоны одержали волевую победу над лиссабонской Бенфикой в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Португалии, завершилась со счетом 5-4. Бенфика вела 3-1 и 4-2. Барселона с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов и досрочно вышла в 1/8 финала турнира. Бенфика с 10 очками находится на 18-й строчке. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.